За последний месяц оптовая стоимость на картофель выросла до 40 сомов. По словам фермеров, текущая цена установлена с учетом затрат на его производство. Тем временем средняя розничная цена килограмма картофеля на базарах составляет от 55 сомов. Мы продаем картофель оптом по 40 сомов за килограмм. Устанавливаем данные цены с учетом всех затрат на его выращивание. Еще многие фермеры арендуют фуры для перевозки. Это сильно влияет на стоимость овоща. Если есть своя фура, то тогда, возможно, оптовая цена будет дешевле. Напомним, что в Минсельхозе состоялась встреча руководства с объединением картофельного кластера, фермерами и экспортерами. Обсуждался вопрос повышения цен на картофель в регионах. По итогам встречи было подписано двухстороннее соглашение между министерством и кластерной ассоциацией с целью дальнейшей стабилизации цен на этот овощ. Со стороны Министерства водных ресурсов и хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с Ассоциацией картофеля было подписано соглашение о совместное ведение деятельности, то есть о взаимопомощи. Соответственно, эти меры, как мы сегодня наблюдаем, то есть у нас сегодня есть искусственная спекуляция цен на картофель, то в таких форматах, и в целом для продвижения этой отрасли, для взаимодействия друг с другом. Также с началом этой недели начали регулироваться и цены на мясо. Антимонопольная служба ведет ежедневные мониторинги по ценам на продукты питания, в особенности на мясо и картофель. Наша служба мониторит цены. Я могу сказать, что стоимость мяса начала снижаться. Это потому, что сейчас введены ограничения по экспорту. Если цены на мясо начнут расти, то будут приниматься соответствующие меры. В целом сейчас ситуация стабилизируется. Касательно цен на картофель, то здесь мы также предпринимаем соответствующие меры. Годовая потребность мяса в стране составляет 294 тысячи тонн. В запасе у нас имеется около 300 тысяч тонн. То есть Кыргызстан по мясу обеспечивает себя полностью. Средняя цена на килограмм говядины составляет 610 сомов, на килограмм баранины 601 сом. Розничная цена на говядину начинается от 580 до 640 сомов. Такая разница в цене одного и того же мяса объясняется тем, что разная часть туши стоит по-разному. Мы закупаем по 570 сомов. Министерство сельского хозяйства сообщает, что в стране нет дефицита по продуктам питания. Кыргызстан имеет запасы вплоть до урожайности 2025 года. Себя обеспечиваем по картофелю, мясу, по молочным продуктам, по овощам бахчевым и по сахару, а также по яйцу. На сегодняшний день у нас запасов хватает вплоть до урожайности текущего года, до урожайности 2025 года. По итогам сельхозперепись была у нас по живым животным. По итогам живых животных у нас в количестве КРС в стране насчитывается более 1 миллиона 800 тысяч. Из них маточное поголовье составляет более 900 тысяч. Соответственно, у нас остается 900 тысяч. Это из них 400 тысяч, это примерно в районе 400 тысяч у нас составляет молодняк, остальное 500 тысяч голов, если посчитать в убойном весе, это примерно выход мяса с каждой головы примерно по 57%. Таким образом, Кыргызстан полностью обеспечивает себя продуктами питания. Запасов сахарного песка, яиц, мучной и молочной продукции, растительного масла, мяса и картофеля достаточно. Мадина Низамова, Аймерим Назарова, Мирлан Джаныбеков, ЛТР, Бишкек.